Здравствуйте, в прямом эфире ток-шоу «Точка опоры». Итак, в стране близится к завершению, к финишу всероссийская перепись населения. Качественных данных ждут управленцы, политологи, этнографы, экономисты, социологи, демографы. В общем-то, наверное, все мы. Для них результаты переписи – это важнейший рабочий инструмент. И тем более такие данные, как, например, национальность, может дать только перепись, которая проходит в эти дни в стране. На каналах ТНВ «Планета» и ТНВ «Татарстан» мы выходим в прямом эфире. И сегодня говорим о главных вопросах переписи населения. В студии Светлана Кадырова и Зуфар Давлетшин. Добрый вечер. Разобраться помогут эксперты. С удовольствием их представляю. Дамир Мавлевич Исхаков, главный редактор журнала «Туган-Жир», доктор исторических наук. Хайрлы кеш. Добрый вечер. С нами сегодня Гульнара Фатовна Габдрахманова, руководитель отдела этнологических исследований Института истории имени Марджани, доктор социологических наук. Рада вас видеть. Здравствуйте. Айрат Шамильевич Файзрахманов, заместитель председателя Всемирного форума татарской молодежи, кандидат исторических наук. Бухтияр Аскандерович Измайлов, заведующий отделом междисциплинарных исследований Института истории имени Марджани. Ильнар Зульфатович Гарифуллин, член Совета Всемирного форума татарской молодежи, кандидат исторических наук. Звоните нам в прямой эфир. Телефон нашей студии 554-5610, код Казани 843. Задавайте свои вопросы, выражайте свои мнения, жалуйтесь, в конце концов. Да? Нас также можно смотреть и в социальной сети ВКонтакте, и на Ютубе. Итак, во время наших эфиров, особенно вчерашнего, было очень много звонков. Многие люди звонили из различных регионов России. Такие же обращения поступают, мы знаем, в юридическую службу Всемирного конгресса татар. И чаще всего звучит такой вопрос. Переписчики не задавали вопрос о национальности. Вот что это сейчас? Это самое частое количество обращений именно на эту тему. Что это? Можно ли считать это технической ошибкой, неподготовленностью переписчика? Это случайность, либо это действительно нарушение прав человека при проведении всероссийской переписи населения. Как мы можем охарактеризовать вот эти обращения, которые поступают из Башкортостана, Тюмени, Тюменской области, Ульяновской области? Я думаю, в разных местах ситуация объясняется по-разному. В Башкортостане, Тюменской области, может быть, и в Ульяновской области есть проблемные точки. Но они нам хорошо известны. Скажем, в Башкортостане хотят сделать много башкир. Задача такая была поставлена. Мы сейчас говорим об административное давление, да? Административное давление существует, и об этом говорят и те звонки, и письма, которые приходят. Ну, в Тюменской области тоже есть проблема выделения сибирских татар в отдельную, так сказать, национальность. Из-за этого есть вопросы. Да, там администрация частично тоже заинтересована в этом. То есть и тоже административное ресурс давление. есть, да. Ну, в других местах по-другому может объясняться. Ну, вообще, как на самом деле? Ну, пришел переписчик, не спросил. Вообще реагирует на это? Нарушение? Вот ситуацию Мариэл вчера видел. В деревню пришел переписчик, все спросил, национальность, язык не спросил, потом у него переспрашивают, почему не зафиксировали. Ну, и так понятно, с вами вы татар, говорите на татарском языке. Вот тоже вопрос, на самом деле, записал ли он, как должно быть, или нет? Вот. Ну, то есть надо перепроверять все-таки в любом случае. Качество переписчика тоже, вот тут проблема существует. Качество переписчика, ответственность самого гражданина, который знает, какие вопросы ему должны задать и что он хочет заявить о себе в этом переписном листе, да? Ильнар, почему такие обращения и вот из таких регионов, наверное? Ну, с Башкортостаном это все было предсказуемо. Я, конечно, насчет Ульяновской области, честно говоря, удивился. Но, может быть, там какая-то техническая проблема была. Не знаю, не буду гадать, но вот насчет Башкортостана это конкретно. Насчет Башкортостана это конкретно, потому что вот то, что вы привели, я слышал сам от нескольких людей. Допустим, из Уфы мне, даже из Уфы, даже не из сельских районов, из Уфы мне звонили, как раз рассказывали о том, что переписчик пришел, спросил только имя, фамилию, записал квартиру и ушел. А у него спросили, а как же национальность, все остальное, и он говорит, не надо. Но после этого вот один из этих людей, допустим, он сам быстренько позвал своего сына, они вместе зашли, через госуслуги отметились и написали национальность. И он после этого меня спрашивает, говорит, как все-таки для статистики будет? То, что переписчик записал или что госуслуга? Вот для меня это сейчас загадка. То, что да, то есть переписчик может потом что-то исправить? Да, вот они мне тоже некоторые спрашивали, они говорят, а переписчик может ли что-либо изменить? Я вот, честно говоря, не знаю, потому что я не обладаю этой информацией, но у меня еще другая информация есть, как раз вот в одном из татарских районов Башкортостана, там уже буквально неделю назад 93% людей были переписаны, и получилось так, что там оказалось много, ну, как и ожидалось, да, и переписчикам уже из Уфы звонили, говорили, вы делайте, что хотите, но надо
процент башкир довести до 34% в районе. И вот сейчас там тоже непонятно, как они это будут делать, я вот сам механизма не знаю, но сам факт, что такие звонки поступают, что контроль есть, это, мне кажется, очень даже показательно. Но окончательные цифры по тому же Башкортостану, я могу сказать, мы получим, конечно, в середине 2022 года или к концу 2022 года, и это во многом будет зависеть от того, мы, общественность, СМИ, соскочим с этой темы, будем ли держаться на пульсе этих проблем, либо нет. Если мы будем держаться на пульсе этих проблем, я думаю, что власти Башкортостана не решатся на слишком большие фальсификации. И поэтому вот роль СМИ, роль общественных организаций, общественного контроля, гражданского здесь очень важна на этот момент. Я думаю, что некоторая часть вот таких ситуаций связана просто с тем, что переписчики недостаточно квалифицированно просто исполняют свои обязанности. Они обязаны пройти по всему инструментарию, по всему переписному листу, задать все вопросы обязательно переписываемому. И я думаю, что дело не только это общественность должна следить за этой ситуацией, но и еще каждый человек просто должен проследить, может в открытом доступе посмотреть переписной лист и посмотреть, во всех ли вопросах его спросили, все ли вопросы ему задали. Если говорить о национальных вопросах, то там их всего 3. И хотелось бы призвать всех людей, которые участвуют сейчас в переписи, переписываются, обратить внимание на то, чтобы переписчики задали обязательно вопрос о национальной принадлежности, о родном языке и о языках, которыми владеет человек. Если переписчик не задал эти 3 вопроса, значит, нужно обязательно обратить внимание, чтобы человек обратил внимание и попросил, чтобы переписчик указал. Я думаю, не важно, да, монолитный дом или не монолитный, где там что располагается у тебя из санузел, наверное. Но вот эти вопросы этого переписного листа, они обязательно должны быть заданы. То есть есть вообще ситуация, да, с одной стороны, есть административное давление в некоторых регионах, с другой стороны, уровень переписчиков действительно зачастую очень низок. И ну, вот даже среди моих знакомых были случаи, когда переписчик точно так же не спрашивал просто национальность, записывая, он говорит, ну это же и так логично. Хотя, по идее, он должен задать этот вопрос. На вопрос, что является, когда он записывал родным языком, какой язык считать родным, когда у него спрашивали, он не мог ответить. Начинал рассказывать, что это язык, на котором говорит твоя мама или отец, там что-то какие-то такие истории, получается, не следуя инструкции, которые есть к переписному листу. И отдельная проблема, что для большинства, по всей видимости, населения, если мы не говорим про различные народы, которые здесь проживают, для них вообще нет, они не знают, что есть, например, категория национальность или категория родной язык. И когда у них не спрашивают, они не задают просто эти вопросы. И, соответственно, переписчик автоматически проставляет это. То есть, если государство волнует, из чего создан дом, в котором проживает конкретный респондент, то вот национальность они часто даже просто не спрашивают. Поэтому вот такая беда есть. Мы вчера уже говорили, да, что очень много действительно жалоб из Башкортостана, это уже получается традиционным, да, именно вот административное какое-то давление. Но еще услышали, что вот из Тюменской области, да, там очень много, сейчас появились сыбыры, такая национальность, из Ульяновской области, там булгары, да, которых, оказывается, в прошлую перепись записали уже туда, к Софии, да, как вчера Руслан Айсин говорил, они болгары. Вот это и до революции так это было, связано, да, что вот у нас вот увеличивается такое количество регионов. Сейчас ответим. У нас звонок из Башкортостана, мне подсказывают. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Слушаем вас. Значит, я Тюменского района, там много, я вот объездил, по этим вопросам много, значит, поселений там, с людьми разговаривал, значит, у нас, значит, где-то административным ресурсом, значит, даны, значит, вот сельским поселениям написать, значит, там процентов, значит, там, некоторых даже 90%, некоторых, значит, сельских поселений, значит, 80% башкир написать там. У нас, значит, в районе, Тюменского района, значит, более, значит, 137 тысяч населения проживает, значит, там. И вот предыдущий перепись уже было, значит, где-то порядка, значит, там почти что половина, кроме вот других национальностей, значит, что это татары и башкиры почти ровно, чуть больше только татары. Хотя практически татар в нашем в районе не проживают. Может быть, 1-2% только могут быть. Туймазинский район. Башкиры. Да, Туймазинский район, да, как мы понимаем. Да. То есть сейчас мы тоже говорим о административном давлении. Это тем более, что в Туймазинском районе? На самом деле, вот можно ли подтвердить информацию о том, Ну да, Туймазинский район — это сплошь татарский район, то есть там даже, насколько я помню, там даже вот этих там чувашских, удмуртских, таких даже марийских сел нет. В соседнем Шаранском районе есть, а вот в Туймазинском я вот даже не припомню, чтобы кто-то там был. Поэтому да, это сплошной татарский район, но то, что там башкир почти вровень там с татарами по прошлым переписям, так оно и есть. Хотя там есть Туймазинский татарский театр, например, да?
Да, за пределами. татарский театр, да. С удовольствием их там прекрасно встречали. Этот автопробег «Радио Китапо», который недавно завершился в тех же самых Туймазах. Которые, да, сопровождали. Все-таки почему да, вот эти... В Почему? Туймазинском районе, я напомню, в этом году открыли Башкирский национальный культурный центр. Это тоже вот было весьма показательно. Это для размножения башкир было сделано. Вот специальный культурный центр, чтобы башкир размножить. Нет, ну прекрасно, пусть будет людей больше, Нет, пусть да, то есть демографически... Не за счет, не за не счет стало, демографии, а при помощи других механизмов. Вот мы же видим сейчас, это на самом деле такая административная деятельность, целенаправленная. И я думаю, что потом нам очень трудно будет развести такие категории, где реальный результат, а где сделанный. И это же вообще-то довольно смешно, на самом деле, с точки зрения вот ученого. Если ты делаешь искусственных башкир, они же от этого реально не появляются. То есть они на бумаге есть, а из них еще башкир сделать, это делать нелегкое, и на это надо десятилетия потратить, обучать там их, там культуру менять. Я думаю, что это маловероятно. Но вот почему-то в Башкортостане поставили такую задачу. Башкир должно быть побольше, хотя и некачественных, но чтобы они назывались башкирами. Но я думаю, что это глупая политика на самом деле. Вот то, что увеличивается, да, количество регионов, где татар становится меньше, появляются новые национальности. Все-таки, вот как вы думаете? Где мы почему можем это ждать так? потери? Да? Да. Ну, есть сложности, например, там не то, что другие, это Челябинская область, например. Там тоже идет не такое соревнование. Вот 180 тысяч татар было по последней переписи, и около 140 тысяч был башкир. То есть здесь тоже интересный вопрос. Там статистика тоже постоянно там двигалась на протяжении советского периода в том числе. Нет, ну, Она другие менялась. процессы тоже происходят. Вот, скажем, татары уменьшаются в Саратовской области, миграция. Миграция. Да, тут ничего не поделаешь, условия жизни плохие, и народ уходит оттуда. В других регионах этот процесс, вот, скажем, из дальневосточного региона уезжают, в том числе и татары. Это неизбежный процесс. Это естественная миграция. Ну, проблемная Астраханская область, например, да, проблемы с юртовских татар, да, как они записывают себя, как просят записывать. Юртовский татар, Нагай, да, вот такая проблема существует. И не только Астраханская область, в принципе, вот этот макрорегион Нижней Волги, он тоже вот соотношение татар, Нагаев здесь вызывает вопрос. Вот Дамир Мавлиевич частично уже проговорил о том, что вот искусственное, да, создание, оно на пользу-то ни ученым, ни этнографам, и реальной картины не открывает. Да? Какие вот проблемы, с чем могут столкнуться те же самые социологи, если мы получим, в общем-то, достаточно неожиданные, наверное, итоги переписи? На самом деле тут проблема не только для социологов, а вообще в целом, я бы сказала, для науки. Вот вы упомянули сибирских татар, на самом деле их уже выделили в переписи 2002 года и по инициативе московских академических кругов. И, к сожалению, вот в течение последних лет мы вообще очень наблюдаем такую не очень хорошую тенденцию, что национальная языковая сфера сегодня решается в пределах Москвы. Сегодня, к сожалению, не происходит обмен, коммуникация с регионами, с национальными республиками по разным вопросам национальной языковой сферы. Очень мало кто знает, например, что сейчас в Москве обсуждается концепция государственной языковой политики. Это очень серьезный, очень важный документ, важен для всех народов нашей страны, но, к сожалению, он очень закрыто таком режиме готовится, очень в закрытом режиме обсуждается, а ведь он будет определять жизнь, языковую жизнь нашей страны на Может быть, ближайшие... как раз по итогам переписи там что-то и будет меняться? Да, и почему Если это уже делается без нас, разрабатывается, то регионы? маловероятно, наверное. Нет, вот не только. Мы же недавно были свидетелями. В Башкортостан пригласили одну даму из Института языкознания, которая начала заниматься северо-западным диалектом, утверждая, что это существует. Но на самом деле мы обладаем огромным объемом академической информации, собранной в Татарстане. Это же лингвисты квалифицированно работали. Они историко-этнический атлас языка создали. И вот какая-то дама, которая никогда здесь не работала толком, она утверждает, что вот тут такой диалект существует. Это же означает, что если интересанты будут подключать таких людей, будут им платить, они получат тот результат, который будет им угоден, но не будет соответствовать научным нормам. Это вообще безобразие на самом деле получается. Это еще один из таких сложностей, которые случаются. Вот я слышал доклад одной башкирской исследователя одного. Она говорила о том, что как раз анализируя 70-80-е годы, она говорила о том, что был недостаток башкирских школ. То есть когда они за счет своей статистики нарисовали количество башкирского населения больше, и она говорит, соответственно, вот население-то здесь башкирское, а школ не хватает.
Но по факту там были татарские школы, которые как раз все нужды населения удовлетворяли. И не было необходимости создавать еще новых дополнительных этих башкирских школ, потому что не было такого количества башкир, которое было нарисовано по статистике. Востребованности не Конечно. было. И здесь та же самая ситуация может возникнуть у них и сейчас. Готовы, там, вот они нарисуют, даже если статистику, школ просто от этого надо увеличить тогда и национальные школы, надо создавать, если они хотят преподавать там на башкирском языке. Вот такой диссонанс, он ведет только к тому, что, татаро-башкирский, да, такой диссонанс, он ведет к тому, что учатся только в русских школах, да. И, Конечно, здесь возникает вопрос выбора родного языка в рамках школьной программы, могут выбрать, опять же, не свой родной язык на самом деле. И вот такой он диссонанс, он только нарастает. И это наши, на самом деле, общие проблемы. И татар-башкир, утрата родного языка. И вот такая ситуация, она не на пользу ни татарам, естественно, ни башкирам самим. Ну, Тем более, когда чьи-то игры. Да, я в действительности думаю, что они как раз с этой целью все это и делают, что Да, создать просто единый третья страна русский потирает школы. руки, да, и для них это, конечно же, нужный В этой результат. ситуации вот о народе думать хочется. Об этом поговорим сразу после рекламы, не переключайтесь. Мы продолжаем ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан и ТНВ Планета. Обсуждаем сегодня перепись населения, горячие главные вопросы. И мы неоднократно говорили о том, что большой такой этнос татарский, да, он разбросан не только по всей России, но и по миру тоже. И вот это вот разделение на мелкие этносы, да, вот все-таки зачем это? Понятно, что когда там в ближайших республиках, да, там за счет одного этноса увеличивается другой. Но вот когда мы называем уже другие области, да, искусственными вот это вот искусственное, да. Давайте Я могу добавить одну деталь. Я очень сильно участвовал в процессе обсуждения вот этих делений в 2002 году. И Во время переписи перед тоже, переписью. И там была такая позиция. Ну, ситуация была еще сложно политическая, и в Москве нашлись круги, которые утверждали, если Кряшин отдельно выделить, то доля татар будет в республике меньше половины. И если референдум проводить, можем получить другой результат, нежели хотят вот татарстанские руководители. Вот даже такие нюансы в этом участвуют, поэтому нам не надо так слишком плоско смотреть на этот предмет. Но, конечно, есть и другие желающие татар поделить. Вот мы уже увидели ситуацию в Башкортостане, когда мишарское этнос начали там выделять. в этом году только выделили Мишари Башкортостана, это самая, так сказать, ассимилированная часть мишарей. Они сильно отличаются от настоящих мишарей, живущих на правобережье, тем, что они очень уже языковые особенности культурно потеряли практически. Там они на чистом казахско-татарском диалекте разговаривают в большинстве случаев. Поэтому там ясно, что искусственно выделяется вот такая группа. В других случаях там другие задачи есть. Вот, скажем, про сибирских татар, когда говорят,
там администрация зачастую тоже играет на этих струнах, выделяя там группу СПР или подталкивая к этому, чтобы силы татар уменьшились. Потому что консолидированная группа там 300-350 тысяч татар, это для них, для администрации головная боль. Надо учитывать их интересы, а когда вот они между собой воюют, тогда администрации полегче для своих Поэтому нам надо интересов. держаться все-таки вместе, да, Компактно несмотря ни на держаться что. надо. Те самые прутики в единый веник. Да, Эльнара. Ну, Что стоит вообще? Ну да, Политтехнологии политика были есть, применены хорошие, да? политтехнологически это все есть. Если уж говорить про Башкортостан, да, тот же мишарский народ там сейчас придумали именно в этом году. Инициатором как раз это создание Мишарского национального культурного центра был бывший директор Дома дружбы народов Башкирии, это Ильгиз Султамуратов. Я об этом говорил еще 3 года назад, и оно в итоге реализовалось. Если говорить вообще об этой технологии, то мы видим, что, допустим, среди тех же сибирских татар, те же самые сибирско-татарские сепаратисты, то есть те, которые говорят, что сибирские татары или Сибирь — это отдельный народ, они уже начали среди сибирских татар делить. Они говорят, что бухарцы — это вы другие, вы другой народ, там обские. Еще Да, то есть, а другой пример, пожалуйста, в Бурятии. Там то же самое. Буряты тоже перед этой переписью начали делиться там на 2 части, и то же самое такой трайбализм возникает, что какие буряты настоящие, какие не настоящие. То есть мы видим, что эта технология, конечно, она сильнее всего ударяет по татарам, но она применяется не только против татар на самом деле. Возвращаясь к Башкортостану, вот, к сожалению, власти Башкортостана как раз используют здесь и многих так называемых лидеров общественного мнения. Да? Я вот на самом деле вчера читал материал СМИ и очень сильно удивился, неприятно, что известный татарский певец Фидан Гафаров как раз в СМИ, в газете заявил, что он, оказывается, башкир из Тютюлинского района и призвал всех записываться башкирами. Другой пример Фянис Ганиев, тоже известный татарский певец в Башкортостане, он сказал: я всегда записывался мишарями и призываю всех записываться мишарями. Вот мне, честно говоря, из этой ситуации вывод только один: в будущем, после переписи, мы, вообще общественность и Татарстан, должны делать какие-то выводы и должны все-таки побуждать национальную интеллигенцию не вступать в эти политтехнологические игры. И мне кажется, такие люди должны подвергаться общественной обструкции, потому что одно дело там с высоких трибун говорить о родном языке, о сохранении народа, и в то же время вот так вот участвовать в грязных играх против интересов родного народа, мне кажется, это просто постыдно должно быть. Ну, такой вот уровень национального самосознания. Здесь вопрос, насколько в этой осмысленно ситуации, человек да, это делает. Насколько осмысленно это человек делает. Ну, смотрите, как бы то ни было. Или вот конструируется это, ну, человеку просто это подается как вот выгодная для него информация, что Коралис Мишар, напиши, скажи Мишар, да? Вот, то есть могут играть на незнание, элементарное незнание, непонимание вопроса. Ну и многие этого не знают. Да. Я не удивлюсь, что они спокойно, Поэтому, легко можно повестись. Поверьте да, мне, за в призывами. Башкортостане все хорошо понимают. Здесь в Татарстане еще могут не знать. Но в Башкортостане все люди, это с молоком матери уже впитываются. Смотри, как бы мы ни говорили, да, при этом очень хорошие были политтехнологии, очень можно похвалить многие регионы, где очень хорошо была выстроена подготовка к переписи, да, можно говорить о явлениях и событиях, как северо-западный диалект, как вот башкирский мишари, о чем сегодня говорили, что это произошло. Нам нужно такие вещи брать на вооружение. Я сейчас даже не об этих играх, да, а вообще, как нам выстраивать более активно эту работу. Вот я про это как раз и начал говорить, что незнание, элементарное или незнание, или просто недопонимание вопроса. Здесь, естественно, огромная роль просветительская. То есть одной переписью эта работа не должна заканчиваться. Постоянно системная работа, напоминание, особенно молодому поколению, о том, кто ты, кто твой родной язык. Даже если твой родной язык немножко уходит, ты его практически не знаешь, но это напоминание должно быть постоянно. Если эта работа будет вестись системно, то к следующей переписи мы будем иметь, надеюсь, меньше проблем и проблемных точек. То есть не забывать эту тему, призывать, в общем-то... Кое-чему можно учиться и у соседей. Вот, Чему? Например, башкортостанские деятели, в том числе и политические деятели, заранее начали готовиться к будущим событиям. Они стратегию развития башкирского народа приняли фундаментально, кстати, гораздо лучше, чем наши. Они многочисленные тома издали. Они создали специальную структуру, которая занимается стратегическими исследованиями. Все этномиссионеры там сидят, 15 человек их там. То есть, да, вот нам, татарам, надо поучиться по этой части у них. Как выстраивать работу. Да, заранее. Потому что обычно мы начинаем суетиться вокруг переписи, а надо еще раньше. Вот
Мы же потом нашли возможность, и книги издали там, и Али издала книги, и Институт истории, но это же плановым порядком можно было гораздо раньше и больше. Но татары Уфимского уезда, которые всех достаточно многих раздражали в этой ситуации. Дамир Ильич правильно говорит, что необходима планомерная поддержка научных учреждений, учреждений культуры, то есть вот это вот отрасли, которые необходимо поддерживать на постоянном систематичном уровне. Ну, Конечно. чтобы вызвать интерес у людей к своей. То есть тут же действительно вот эти истории. там книги, которые выпускались в Башкортостане, выпускались там с 2015-2017 годов, и это шло планомерно. И они буквально там за 3 года сумели вот эти 40 томов издать. По качеству, конечно, они там с исторической точки зрения никакие, но при этом средства на это выделялись. Но они не для историков это делали, все районы завалили Конечно, томами, да. там Ну вот и многочисленные дома. Татарстану надо тоже такие же проекты запускать. То есть большие большие, масштабные крупные проекты. проекты. Велика роль краеведов еще. Вот то, что делал Дамир Мавлиевич, Туганджи журнал, да, форум краеведа татарских. Просто эту работу нужно усилить. На местах краеведа это вот проводники, на самом деле, прекрасные идеи, проводники любви к малой родине и, естественно, любви к своему народу и родному языку. Они придают осмысленность территории. Они даже с экономической точки зрения эти люди нужны, потому что они формируют брендинг территории. Они, ну и, естественно, это вопрос, конечно, сохранения этнической идентичности. Это, безусловно, краеведы здесь. Да, сейчас первая роль. минута до конца, коротко буквально. Да, Или ну, я надо бы хотел бы сказать, что этого только мало. Краеведением мы, конечно, уже занимаемся, но нужна планомерная стратегия по поддержанию татарской структуры в Башкортостане. То есть, допустим, сейчас вот стоит вопрос, вот в этом году возник о закрытии кафедры татарского языка в Башгосуниверситете. Естественно, мы, татары, должны приложить все усилия, чтобы этот кафедра не закрылась. Дело не в том, что она готовит или не готовит учителей татарского языка. Дело в том, что вокруг каждого такого учреждения формируется определенная группа татарской интеллигенции, и она поддерживает идентичность в определенном Центр регионе. притяжения такой И второй появляется. момент, еще момент, да, вот возник очень яркий вопрос о том, чтобы в Башкортостане наконец открылся филиал какого-нибудь академического института, либо института истории имени Шагабуддина, либо института там, энциклопедии регионоведения. Почему? Потому что в Башкортостане историей татар никто не занимается и заниматься не будет. Из Казани это делать очень сложно. Третий момент. Я думаю, еще практически возник такой момент, что Татарстан должен создать хотя бы в 2 местах в Башкортостане свои национально-культурные центры. Я почему об этом говорю? Тот же Башкирия создала филиалы Дома дружбы народов Башкортостана, допустим, в Бардымском районе Пермского края, в Челябинской области, Ханты-Мансийском округе, в Оренбурге, где за счет бюджета Башкортостана содержит вот этих методистов. Да. И это об этом тоже после переписи нужно уже реализовывать. Буквально, да, Следующая одна перепись фраза, надо Дамир готовиться уже Мавлиевич, на на окончание. следующей Итак, неделе. Значит, мой опыт до работы конца? показал, нам надо иметь их своих хороших политтехнологов. Надо их специально готовить, и надо готовиться к будущим битвам. Они еще будут впереди. политтехнология – это хорошее слово, когда люди просто умеют убеждать, открывают, имеют влияние, да, на массы, лидеры общественного мнения. Это была ток-шоу «Точка опоры». Прощаемся с Увидимся вами, завтра, благодарим да, мы экспертов. выходим в 16:30. Всего доброго. Спасибо.